Название выставки «Время.ком.и» отражает реалии современности. Члены Союза художников Коми и начинающие авторы в своих работах изобразили год вируса К, год карантина и дистанционного общения. По словам организаторов, время 2020 года – время обновления и обнуления. Название выставки простое, это время. Сегодняшнее время такое очень странное, и все о нем очень много уже знают и наслышаны, которая возникла, вот эта ситуация временная, начиная с весны, с марта месяца, и она продолжается. А то, что мы видим коми.и, мы все с марта месяца ушли в виртуальное пространство. И вот это напоминание электронного адреса, оно, наверное, адресует. Сегодня на вернисаже «Время Коми» представлены произведения художников разных направлений. Это живопись, графика, скульптура и предметы декоративно-прикладного творчества. Каждая работа – это полноценная художественная история, своеобразный отчет авторов за прошедший год. Организаторы разделили выставку на зоны по поколенческому принципу. В первом зале – работы художников академической школы 70-х годов. Во втором – авторы среднего поколения с новыми художественными практиками. На этой выставке представлен мой триптих, «Окна» называется, вот во втором зале. 3 окна, то есть вот идешь по улице, смотришь на дом, и там так призывно, тепло, свет в вечерних окнах. Как бы вот решили организаторы выставки, что это подойдет сюда. Одной из центральных работ стала архаическая рыба этнофутуриста Юрия Лисовского. На картине художника изображены несколько миров. Горы – символ духовного мира, а рыба – материального. Медведь же выступает в роли мистического персонажа, защитника природы. Как отмечает сам автор, настоящий гармоничный человек должен держать баланс. У него есть гармония не только с материальным миром, но и с духовным. Все-таки люди как бы застыли на каком-то этапе в духовном плане развития, хотя материально, допустим, произошло очень сильное такое развитие. Люди получили много чего в жизни. Там, автомобили, самолеты, там, ноутбуки, там, телефоны. Если бы еще в таком же темпе люди бы получали, отдавали доброту, любовь. Вот я в этом плане. Всего на выставке представлено около 80 произведений искусства. В день открытия посетители смогли лично пообщаться со всеми художниками, узнать историю создания понравившейся работы и смысл, который вложил в нее автор. Мне понравилась работа Юрия Лисовского. Мы пообщались с художником, он рассказал мне о своей картине, рассказал о том, какие мысли у него были в голове при составлении картины. Потрясающая работа. Посмотрела 2 зала, мне понравились работы Микушева. Очень такие, они очень яркие, большие работы, качественные. Выставка оказалась для меня очень интересна, много необычных именно работ, новых художников, о которых я узнала, поэтому прикольно. Жалко только, по-моему, на перформанс не попала, а в основном понравилось все. Выставка продлится до 29 ноября. При себе важно иметь защитную маску. Екатерина Черных, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.